Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главном. Ситуация остается напряженной. Впервые число новых случаев коронавируса, выявленных за сутки в районах, превысило данные по столице. Вакцина от гриппа и ОРВИ прибыла в республику, а в столице региона предлагают сразу 3 формы организации образования. Мемориал в память о воинах из Якутии. Наш московский СОБКОР отправился в Тверскую область и погрузился в историю. В ближайшие минуты в Благовещенске начнется заседание комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока под руководством премьера страны Михаила Мишустина. В столице Амурской области находится и глава Якутии С.Н. Николаев. Члены комиссии обсудят вопросы и исполнение поручений президента по ускоренному развитию Дальневосточного федерального округа. Кроме того, планируют затронуть тему обеспечения сбалансированности региональных бюджетов. Отметим, столица Амурской области – последняя точка недельного дальневосточного турне главы правительства России, которое он начал 13 августа в Анадыре. Впервые количество новых случаев коронавируса, выявленных за сутки в районах Якутии, превысило данные по столице региона. Об этом сообщила заместитель руководителя регионального оперштаба Ольга Балапкина. Так, 47 заболевших COVID-19 зафиксировали всего по республике, из них 22 случая в Якутске. 4 человека заболели в Нерюнгринском районе, по 3 случая в Мирнинском и Хангаласском районах, по 2 в Алданском и Верхневилюйском, Вилюйском, Оленёкском и Чурапчинском улусах. По одному новому случаю выявили в Мегино-Кангаласском, Нюрбинском, Алекминском, Усть-Алданском и Сунтарском районах. Особое внимание оперштаб сейчас уделяет вопросу организации и проведению Дня знаний в Якутии. Те населенные пункты, в которых, у нас нет зафиксированных случаев коронавируса, которые являются отдаленными населенными пунктами, их, соответственно, ждет и необходимо провести традиционное 1 сентября с участием, всех школьников. Те населенных пунктов, в которых непосредственно у нас есть зарегистрированные случаи коронавирусной инфекции, независимо от того, и имеются случаи, которые проявляются в настоящий момент. Рекомендовано с Министерством образования республики провести отдельно линейки по классам 1 и 11 классов. Перед социальной сферой поставлена прежде всего задача именно перед Министерством здравоохранения республики для того, чтобы эти линейки прошли достаточно четко с соблюдением всех санитарных норм. Кроме того, Ольга Балапкина сообщила о том, что вакцина против гриппа и ОРВИ уже поступила в республику. В ближайшее время начнется ее распределение. Отдельно обсудят и организацию учебного процесса в образовательных учреждениях Якутии. Между тем, школа Якутска готовится реализовать 3 формы организации образовательного процесса. Утверждены режимные требования и рекомендации. Таким образом, предлагают традиционное очное обучение, при котором аудиторные занятия проводятся каждый день по расписанию. Смешанное обучение, когда аудиторные занятия чередуются с дистанционным обучением по отдельному графику, утвержденному школой. И дистанционное обучение, то есть с использованием интернет и кейс-технологий. Также документ позволяет перевести ребенка на семейное образование, а 10 и 11 классы могут выбрать форму самообразования. Продолжает уменьшаться площадь лесных пожаров в Якутии. За минувшие сутки она уменьшилась на 122 гектара. По оперативным данным авиалесоохраны на территории республики действуют более 30 природных возгораний. Борьбу с огнем ведут более 300 человек и 50 единиц техники. Сохраняется сложная обстановка в Мирнинском, Тампонском и Усть-Алданском районах, где бушуют 13 очагов. Однако задымленность населенных пунктов республики не прогнозируют. К другим темам. Сегодня свой 175-й день рождения отмечает одна из старейших общественных организаций страны – Русское географическое общество. 18 августа 1845 года по указу императора Николая I в Санкт-Петербурге появилось Русское географическое общество, первым председателем которого стал великий князь Константин Николаевич. Сегодня РГО возглавляет министр обороны России Сергей Шойгу. В 1913 году отделение общества появилось и в Якутии. Его первая штаб-квартира располагалась в здании, которое сейчас занимает Национальная библиотека имени Пушкина. За годы своего существования в нашей республике члены общества совершили не 1 десяток экспедиций, научных изысканий, написали более сотни работ по географии, археологии, истории. На сегодняшний день в якутском отделении Русского географического общества зарегистрировано порядка 400 человек.
Русское географическое общество в Республике Саха-Якутия достаточно продолжительное время занимается проведением экспедиций по Республике Саха-Якутия. В частности, из года в год мы проводим исследовательскую экспедицию на Новосибирских островах. Организовываем плавучий университет на реке Лена. Это достаточно крупномасштабный проект, организуемый за счет гранта Русского географического общества. В Тверской области под Ржевом вокруг нового мемориала советскому солдату формируется комплекс, призванный сохранить память о сражениях Великой Отечественной войны. Особое место в этом комплексе занимает мемориал Филькина, посвященный памяти воинов из Якутии. На месте побывал и погрузился в историю Максим Кардозу. Это мемориал в деревне Филькино Тверской области, посвященный воинам-якутянам. Здесь в мраморе выбито больше 1000 имен наших земляков, которые сражались и погибли здесь во время Великой Отечественной войны под Ржевом. И этот мемориал постоянно обновляется. Только в этом году появилось больше 500 новых имен. И здесь еще есть место для новых плит. Ведь поиски останков солдат, они здесь не прекращаются. Геннадий Корнилов старается приезжать на этот мемориал как можно чаще. Именно под Ржевом были найдены артефакты, принадлежащие его брату, которого считали без вести пропавшим больше 60 лет. Сведения о молодом солдате-якутянине оборвались летом 1942 года, и о его судьбе никто из семьи не знал. И чудом местные поисковики нашли здесь медальон с именем Гавриила Корнилова. Но мой брат почему-то оторвал кусок бумаги от ведомости по раздаче боеприпасов. И на нем аккуратным почерком написал простым карандашом. Он может лежать сотни лет. Простым карандашом написал свою фамилию, имя, отчество, должность и адрес моего отца, нашего с ним отца. Якутск, Большая Марха, улица Набережная, 18. Этот дом до сих пор стоит. Кстати, в Тверской области появился еще один памятный знак, посвященный воинам-якутянам, на холме Березуйский. В этом месте во время боев в 1942-1943 годах несла большие потери 326-я стрелковая дивизия. Среди погибших 117 наших земляков. И эксперты считают, что очень важно появление таких памятных знаков именно в местах сражений. Когда встречаешься с людьми, у них есть потребность, где это произошло. Да, все приезжают сюда, либо в Зубцов, либо сюда приезжают, да, но у них всегда возникает вопрос, где это произошло. И поэтому вот тогда и родилась идея на месте боевых действий конкретно поставить такой знак для всех. Там не важно, якутяне, казахи, не важно, там все они были рядом. В том, что список воинов-якутян, которые здесь погибли, будет пополняться, сомнений нет. Этому поможет и заработавший под Ржевом лагерь поисковиков имени Героя Советского Союза Федора Охлопкова. Он появился по инициативе республики и строится на средства меценатов. Здесь будут проводить специальные курсы «Найди якутского солдата». Планируется работа не только в поле, но и в архивах. Это поможет увековечить имена тех воинов, которые покоятся в местных братских могилах. Максим Кардозу, Джур Березкин, Тверская область. Гран-при Дальневосточного фестиваля «Красиво ДВ» получил автор ролика о морозах в Якутии. Это первый конкурс Николая Степанова, а видеосъемка не больше, чем хобби. Как любовь к малой родине привела к выигрышу круглой суммы, знает Юлия Великодная. Видеосъемка для Николая Степанова – способ отвлечься от офисной работы. Но теперь, после получения приза в виде 300 тысяч рублей, оборудование собирается закупить профессиональное. Но и без современной аппаратуры ролик, снятый на смартфон, принес ему победу, а также популярность в соцсетях. Друзья, я только что выиграл 300 тысяч рублей. Прямой эфир был. Супер. Интерес к съемке проявился после сложного перелома руки. Долгий период реабилитации заставил взять телефон и гулять по городу. И вот главная гордость на YouTube-канале Николая. Видео с квадрокоптера, набравшее 28 тысяч просмотров. Я снимал его полностью на дроне. Работа отняла очень много времени. Очень большое время отняло именно получение разрешений от различных органов для того, чтобы мог летать над городом Якутском. И получается, в итоге это видео набрало 28 тысяч просмотров на канале. Все гениальное просто, подтверждает Николай. Особенной задумки у видео, взявшего гран-при, не было. После работы решила, а почему бы не записать на камеру смартфона якутскую зиму. Смонтировал тут же, в телефоне. Всем привет, друзья! Сегодня за окном минус 45. Буду развивать творчество, буду уже для следующих будущих конкурсов целенаправленно снимать постановочные видео, более такие художественные. Большая благодарность именно от Республики Саха-Якутия, именно жителям,
за большую такую мощную поддержку. Основная направленность видеосъемки победителя Дальневосточного фестиваля «Красиво ДВ. Путешествие по республике». На его YouTube-канале можно найти ролики об Улусе, Кангаласском мысе, Турукхая, Курулур и других интереснейших мест нашей Якутии. Юлия Великодная, Джалус Иннокентьев, Якутск. На Среднем Урале открылся центр реабилитации и мониторинга хищных и домашних животных. Зверей там лечат и социализируют Кирилл Потапов и его помощники. Сейчас в вольерах живут 13 волков, северные олени, енотовидные собаки, медведь и лиса. Екатеринбуржец планирует создать на базе приюта волонтерский центр и детский лагерь, которые будут менять отношение людей к хищникам. Подробности у наших коллег. Волки визжат, как обычные щенки, а медвежонок играет с человеком, как преданный котенок. Такую картину каждый день наблюдает хозяин уральского питомника и основатель благотворительного фонда по защите животных «Альфа» Кирилл Потапов. Местные газеты его прозвали «заклинателем волков». Екатеринбуржец собирает диких зверей из разных уголков России, лечит, заботится о них и, если это возможно, выпускает на волю. Кто получает ранения какие-то там по причине деятельности человека, то мы по возможности их лечим и у себя оставляем. Если их травмы совместимы с проживанием в дальнейшем в естественной среде обитания, то они возвращаются обратно в природу. По образованию лингвист Потапов является владельцем рекламной фирмы, но в настоящий момент в связи с пандемией он занимается исключительно реабилитационным центром. Питомник разместился рядом с деревней Новое Ипатово. Кирилл говорит, что подобных экологических кластеров в России еще нет. Вот сейчас у нас насчитывается 13 волков. У нас есть канадские волки, арктические волки и красные волки. Многие к нам поступают из зоопарков. Некоторых мы спасаем из дикой природы. Вот должны скоро приехать из Тамбова, с Владикавказа. Вот. И также у нас есть и северные олени, мишка, и енотовидные собаки, и лиса. Первую пару волков, Альфу и Уголька, для своего центра мужчина выкупил из зоопарка. Он сам принимал роды у самки и лично выкармливал единственного выжившего волчонка. Ей дали кличку Вита. Недавно в приюте поселился медвежонок. Потапов назвал его Потапычем. Приехал к нам из Таганрога. Вот, что он там содержался в живом уголке, там возможности у них не было его содержать, хотели его отправить в цирк. Вот, и зоозащита узнала об этом, московская, связалась со мной и спросили, смогу ли я его приютить. И я не отказал им, и вот Потапыча приютили. Площадка, на которой сейчас находятся животные, временная. Зоозащитник собирается переселить всех своих подопечных в большие лесные вольеры, где у каждой волчьей семьи будет не меньше, чем по полгектара пространства. Мужчина уверен, что волки незаслуженно демонизируются и напрасно считаются агрессивными. Одной из задач будущего центра «Волка» на Урале станет развенчание этого мифа. На базе питомника Кирилл планирует создать детский лагерь для изучения животных, волонтерский центр для иностранных туристов и ботанический сад с альпака-парком. Наши корреспонденты следят за развитием событий. Оставайтесь с нами.